Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика», в студии Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Все для победы! Все средства государства нужно направить для безопасности нашего государства и населения. Региональный общественный фонд закупил очередную партию техники для нужд военнослужащих. С любовью к особенным детям. Данная акция была организована для помощи воспитанникам детских садов, которые нуждаются в особом уходе. В рамках акции для ребятишек подготовили праздничную программу. Вера в каждого. У нас представляют такие уроки, как хореография, логарифмика, ЛФК, лечебная гимнастика, плюс еще общая физическая подготовка. В спорткомплексе «Колизей» открылась детская школа фитнеса и нутрициологии. Новая партия спецтехники от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова будет направлена для бойцов в зону проведения специальной военной операции. Оценил внедорожники и квадрокоптеры лично Рамзан Кадыров. Медина Мударова поделится с подробностями. 10 комфортабельных функциональных служебных автомобилей ВАЗ-Патриот и 10 квадрокоптеров, оснащенных тепловизорами. Все это закуплено региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова и будет отправлено бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Глава субъекта осмотрел привезенную министром по делам молодежи региона Ахматом Кадыровым и куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина, начальником обеспечения безопасности главы региона Адамом Кадыровым технику и лично проверил качество. رضا شد و فوند یتو Квадрокоптер тоже? Да, сразу, как раз он. Инчак кого флячер выиграл, уазик что. Доком. Помню дон. Дин за танк нагрузка бог дон. О, миллион дон, что дон. Танк на шум хватает его, помню дон. Миллион на все дон. Тепловизор иду. Да. Программ сейчас еще. Да, за Отвечая на вопрос своего помощника, Рамзан Кадыров рассказал, что для достижения безупречного результата в зоне боевых действий каждому вне зависимости от занимаемой должности необходимо приложить все усилия. На первом месте победа, говорит глава региона. Нагрузки выкупать, Он был член дон. Шаги дон, сил средств нужно задействовать дон. Нагрузка дон или не нагрузка не считается. Все дон жители, все средства государства нужно направить дон для безопасности нашего государства и населения. Поэтому это не нагрузка, это нужные средства для обеспечения дон безопасности государства. Поэтому все дон молодые государственные деятели дон бизнес-элита, все наши республики задействованы для того, чтобы обеспечить тех ребят, которые сегодня воюют на территории СВО. И также сегодня эти молодые ребята купили 10 УАЗиков, 10 квадрокоптеров с тепловизором для отправки на территории СВО. Руководитель субъекта также поделился положительными результатами, достигнутыми в зоне проведения специальной военной операции. Чеченские подразделения в составе общей группировки российских войск успешно справляются с поставленными задачами. Также на линии фронта ожидается усиление, поэтому победа над врагами – дело времени. Рамзан Кадыров уверен, что такая техника внесет свой вклад в нейтрализацию украинских бандформирований. Мы все видим активность наших бойцов в зоне проведения СВО. И то, что мы сегодня передаем технику, не означает ли это, что будет более дерзкая атака? Мы дерзко последние дни после 9-10 мая атакуем. Забрали несколько населенных пунктов. Сейчас зашли в город возле Харькова. И дальше будем брали десятки плен. Штурмуем дальше. И как я говорил, есть приятные новости. Ждем с нетерпением. Да, и дальше будет
еще приятнее. Глава республики держит вопрос о боевом оснащении на личном контроле. С самого начала специальной военной операции чеченских военнослужащих обеспечивают всей необходимой техникой и экипировкой, благодаря чему они показывают безупречные результаты. Медина Мударова, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов досрочно сложил в себя свои полномочия. Об этом он сообщил в ходе заседания парламента. Ведомство, которым он руководил с 2015 года, на сегодняшний день можно считать примером эффективности в законотворческой деятельности. По словам Магомеда Даудова, он не знает, какой пост будет занимать в будущем, но, как он отметил, самое главное для него быть на пути первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджикадырова. تعلن الشراحة ومحكي أمريكية دقوق عيقة سون بركليتة ديل ريز على ومحكي رمزان عجين سين إتيشن بلرن تاق إديك غلق إديك بوخ نوكشي قومن وريسبوبليكن بيش سيتو يوقع داق لاتا سو سون إأتو بنديون ويدا الموضوع ديون ميتش متي أخلشي وقريه كورتنك ديون أعمت عجينية ديح ويبشينا ويبتشان رمزان حجينا وشخلر سوت ايلن البروچين ديونا قوت شير ديون. Новым спикером законодательного органа региона сегодня же был избран Шаид Джамалдаев, ранее занимавший должность заместителя председателя парламента субъекта. Шаид Вахаевич – один из преданных соратников первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджикадырова. За годы деятельности зарекомендовал себя как настоящий профессионал и опытный управленец. Я в команде с первых дней, еще с первым президентом Ахмат Хаджи Абдулхамидович Кадыров, Герой России, Навазут Обалдаль, с первых дней в этой команде. Идеи, состав команды, республика, народ этой республики, для меня это самое святое, и я надеюсь, вот на этом пути я практически не сходил. Вся моя семья, родственники, друзья, товарищи, единомышленники. Мы идем единой командой и думаем продолжить эту работу. Первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Хадижа Кадырова приняла участие в открытии окружного семинара совещания с проректорами по молодежной политике и воспитательной деятельности. Что обсуждали участники семинара, расскажет Рамзан Абоев. В Грозненском нефтяном техническом университете стартовал окружной семинар совещаний с проректорами по молодежной политике и воспитательной деятельности образовательных организаций высшего образования Северо-Кавказского, Южного и Северо-Западного федеральных округов и новых регионов. Началось торжественное мероприятие с церемонии награждения. Первый заместитель руководителя администрации главы и правительства министра Хадижа Кадырова вручила почетные грамоты главы республики заместителю министра науки и высшего образования России Ольге Петровой и проректору ГГНТУ Рустаму Салгириеву. Начальника проектного офиса по молодежной политике и воспитательной деятельности Минобрнауки страны Ольгу Богданову наградили благодарственным письмом руководителя администрации главы и правительства. Каркас полезности студентов является основой для формирования духовно-нравственных ценностей, которые помогают обучающимся стать активными гражданами, осознающих свою роль в обществе. Поэтому важно уделить особое внимание воспитательной и молодежной политике, подчеркнула заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова. Цель у нас на самом деле, наверное, одна из основных – это где-то чуть-чуть пересмотреть существующие форматы взаимодействия. Безусловно, с учетом указа о национальных целях нашего президента Владимира Владимировича, который вышел 7 мая, мы усиливаем соответствующее направление. Мы еще раз прорабатываем и обмениваемся лучшими практиками, которые есть в университетах, которые позволяют создать пространство возможностей для каждого студента с учетом выявления у него соответствующих талантов и создать вот такой ценностный иммунитет, которые не позволят никаким вторжениям сбить вот с этого нашего грамотного, истинного курса. Чеченские вузы активно работают над реализацией государственной молодежной политики и концепции духовно-нравственного воспитания. Студенты вовлечены во все федеральные проекты и региональную молодежную повестку. У нас очень
талантливые ребята в вузе учатся. Есть номинанты, победители различных конкурсов, победители грантовых конкурсов. Волонтерский центр активно занимается добровольческой деятельностью не только на территории нашей республики, но и в сопредельных регионах. В рамках масштабного образовательного мероприятия планируется определение роли профессорско-преподавательского состава в реализуемой проректором деятельности, проработка рабочих программ воспитания и проведение сессии по обсуждению новых ключевых целевых аудиторий в вузе. Главная цель проведения семинара-совещания заключается в обмене идеями и опытом. Основной упор делается на разработку стратегии, направленной на улучшение молодежной политики и воспитательной деятельности в высших учебных заведениях. Рамзан Абуев, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. Подготовка к единому государственному экзамену выпускных классов, сохранение и популяризация чеченского языка и ряд других тем затронули на коллегии Министерства образования региона, прошедшем при участии первого заместителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Хадижи Кадыровой. К чему призвали преподавательский состав, расскажет Валентина Гусевская. Учебный год подходит к концу. 25 мая в школах пройдет последний звонок. Вслед за ним начнутся решающие экзамены у выпускных классов. В ходе заседания коллегии Министерства образования и науки Чеченской Республики руководитель ведомства Хошбау Дидаев подвел итоги первого учебного полугодия и обсудил подготовку к государственной итоговой аттестации. Мы сегодня определяем тот вектор, конечно, сейчас не на следующий учебный год, а прежде всего на этот экзаменационный период, на период государственной итоговой аттестации, как нам ее проводить, на что акценты делать и что нам делать, какую работу дополнительно уже вот этот даже получается в каникулярный период желательно и даже не желательно, обязательно провести теми так называемыми отстающими детьми. Это касается в первую очередь 4 класса, это последний выпускной класс начальной школы. Мы с сентября прошлого года, 23 года, большую работу по отдельному проекту 4 класса под названием «Про движение» провели, поэтому мы наблюдаем хорошие результаты. В этом году впервые прибегнут к методам советского образования, когда неуспевающих оставляли на второй год. Раньше это сделать было невозможно из-за загруженности учебных заведений. Но эта проблема решается. Уже этой осенью в регионе откроется еще 11 новых школ. В ходе заседания также отметили важность сохранения и популяризации чеченского языка. Тут же первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Хадижа Кадырова наградила победителей республиканского конкурса «Знаток чеченского языка», который проводился среди школьников старших классов и студентов. Призеры конкурса получили по 100 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Также благодарственными письмами от главы Чеченской Республики наградили отличившихся работников сферы образования. Благодарственное письмо от главы Чеченской Республики. Образование, система, ЕГЭ, экзамен, полностью готовы до любой бобы, что такое, тем более ищет поддержка. В продолжение заседания коллегии особое внимание уделили профильному обучению, на которое переходят все школы в регионе с нового учебного года. Это позволит ученикам 10-11 классов выбирать желаемые предметы для более глубокой подготовки к ЕГЭ. Это даст возможность многим детям, которые пришли в 10 класс, осознанно зная, что куда они будут поступать, какой предмет они будут сдавать в форме ЕГЭ. Эти предметы будут изучаться, скажем, химию. Если раньше они изучали 2 часа, то теперь у них есть возможность изучать химию 5 раз в неделю, то есть 5 уроков. Это дает возможность ребенку подготовиться более тщательно, более глубоко к ЕГЭ. Пока школьники не закончили 9 классов и не начались экзамены, у директоров будет возможность поговорить с учениками и родителями, провести анкетирование на определение профиля. На подрастающем поколении лежит ответственность за развитие нашего общества. Поэтому важно инвестировать в их образование и воспитание, поддерживать интерес к учебе и развивать их потенциал. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика.
Красочное и развлекательное мероприятие устроили для особенных детей детских садов региона в рамках благотворительной акции. Как провели время воспитанники дошкольных учреждений, поделится Медина Мударова. Танцы, песни, занимательные игры. Для ребятишек подготовили яркую праздничную программу. Благотворительную акцию «С любовью к особенным детям» организовал Комитет правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию. В благом деле принял участие и председатель ведомства Адам Черхигов. В холле детского сада номер 29 «Сказка» гостям представили выставку с закусками, выпечкой и поделками, изготовленными детьми, родителями и воспитателями. Приобрести их смог любой желающий. В особенности гостям были рады сами детишки. Они встретили их теплыми объятиями. После красочного выступления воспитанников Адам Черхигов вручил ребятам подарки, от которых они были в восторге. В мероприятии приняли участие все руководители дошкольных образовательных учреждений Чеченской Республики и все, кто неравнодушен к воспитанию особенных детей. Все мы знаем о том, с каким трепетом Герой России, глава Чеченской Республики Рамзан Алматович Кадыров относится к малышам, особенно к детям с ограниченными возможностями. Он всячески поддерживает их и призывает к этому всех нас. Данная акция была организована для помощи воспитанникам детских садов, которые нуждаются в особом уходе. Она объединила всех неравнодушных людей, и результаты не могут не радовать. Собранные средства будут направлены на закупку спортивного инвентаря для малышей с особыми потребностями. В детских садах региона множество особенных воспитанников. Каждый из них является уникальной личностью, и каждому нужен свой подход. С этой задачей организаторы справились на ура. Мы сегодня рады, что попали на эту акцию. У меня в группе несколько особенных детей. Я сегодня нескольких детей сюда привела. Дети, как вы видите, им очень нравится с аниматорами заниматься. Большое, огромное спасибо. Главная цель акции – сформировать у общества понимание того, что каждому ребенку необходимо создавать благоприятные условия развития, учитывая его потребности. У главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова этот вопрос стоит на особом контроле. Эта акция стала ярким примером того, как солидарность и сочувствие могут объединить людей. Все вырученные средства идут на приобретение спортивного инвентаря для детских садов. Медина Мударова, Рахман Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную благотворительную акцию. В рамках нее по всей республике раздали мясо крупнорогатого скота. Помощь передали малоимущим семьям. Слово Медине Мударовой. Мясо 77 голов крупного рогатого скота после распределения по машинам отправили по районам республики. Свежее мясо активно сортируют по пакетам и развозят по домам. Акцию традиционно проводит региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. دائما حبوش بور ويبتشع ويكوجل عولش وقت عندنا إشت مسكشنا غنار ساغش دوغش داق توش ديل قيمة تمس الله دال ساغ دال شيدي عديل. Раздача жертвенного мяса малоимущим и остро нуждающимся проводится регулярно. Помощь получили жители как высокогорных районов, так и равнинных. Люди благодарят президента фонда Аймани Несиевну и главу республики Рамзана Кадырова. Айман даяр саадыр сар дешлик тондоккомду жуайек ош берлата метайли шоанну арабе балбо ишяр сардиник бем тондам да делада да саадыр чүвезинде оккондер да обо саадыр Ахмат Хажан дервезинде цунсин qajош الله رئيس خليل شنا مسانا وزنده سيخسي ودوحتون والله خلق. Широкомасштабная акция откликается в сердцах всех жителей, доставляя радость тем, кому действительно нужна поддержка. Благодарные лица говорят сами за себя. دا ساعدويل حدا ايتن ايماني رمزاني احمد حاجين دا قوبل ساعدويل
تأخسر سهداح اشتدي اشتو هرتان دحت أحردت قال دا ساعدويل هر دا ساعدويل هر دا دا أحمل دول شو من تير ساعدويل سان رمزان تير ساعدويل. Забота, согревающая сердца людей общественным фондом, не имеет границ. Благотворительная организация не оставила тех, кто остался с бедой один на один. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Да, саадуил дело, джизик мусума рамзанин, да, саадуил, эманина, да, саадуил. Том беш блок энтештирна. Да, том беш дальше да. Да, оба саадуил, да, мы почему. Региональный общественный фонд с первых дней помогает населению не только в Чеченской республике, но и по всему миру. Имя Аймани Несиевны знает каждый. Медина Мударова, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская республика. Члены Общественной палаты Алтайского края находятся в нашей республике с рабочим визитом. Делегация начала свой визит с возложения цветов к плите памяти Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, отдавая дань уважения. Затем им провели экскурсию по музейному комплексу, где подробно рассказали об экспозициях. После с чеченскими коллегами они провели встречу в Национальной библиотеке. Целью визита стало изучение регионального опыта реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды, обсуждение вопросов урбанистики на примере Грозного. Итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве между общественными палатами Чеченской республики и Алтайского края. Мы сегодня можем с гордостью наблюдать результаты и итоги усилий в строительстве и защите Родины. Власти и общественники других регионов видят Чеченскую республику как во многих моментах как пример для подражания. И мы со своей стороны тоже это подтверждаем. Можно без привлечения сказать, что чеченцы и лично Рамзан Ахматович Кадыров являются опорой для нашего президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Мы верим каждого нашего ученика. Под таким девизом в Грозном открылась школа детского фитнеса и нутрициологии. Основной уклон на обучение хореографии. Всего же предлагается 7 направлений. В занятиях учитывается все, вплоть до правильного питания. Что дают занятия детям, узнавал Рамзан Абоев. Так формируется красивая осанка, развивается музыкальный слух и улучшается координация. Здесь маленькие детки осваивают одно из самых сложных видов искусства – хореографию, что помогает им отличать вечное от сиюминутного. Мы развиваем детей физически, но не только детей, даже взрослых, если говорить, для чего нужна хореография. Мы развиваем детей физически. Далее ребенок развивается музыкально, потому что с помощью музыки мы воспитываем музыкальный слух. Дети понимают, какая музыка медленная, какая быстрая, что такое темп, что такое ритм. Учимся взаимодействовать в коллективе, в команде. То есть, если есть дети более стеснительные, некоторые родители специально отдают их на хореографию, чтобы они более взаимодействовали с другими детьми. Школа детского фитнеса и нутрициологии начала свою работу в декабре прошлого года в спорткомплексе «Колизей». Она предлагает услуги по 7 направлениям, включая индивидуальные программы, в том числе гид по правильному питанию. Нутрициолог разрабатывает схему питания для детей и взрослых. Школа детского фитнеса у нас представляет такие уроки, как хореография, логаритмика, ЛФК, лечебная гимнастика, плюс еще общая физическая подготовка для детей с задержкой речевого развития, а также для детей ДЦП. Адиля Хадуева, одна из учениц, мечтает стать гимнасткой. Она полностью посвящает себя упорной работе и знает, что за каждым поставленным движением стоит множество часов тренировок. На русский балет я начала ходить с 6 лет, а сюда с 9 лет уже пошла, когда я балет закончила 7 лет. Потом сюда пошла 9 лет. Педагоги являются победителями множества конкурсов и признанными специалистами в своих сферах. Молодой и амбициозный коллектив школы работает по принципу «Мы верим в каждого нашего ученика». Рамзан Абуев, Селим Ампукаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.